Если на улице высокий уровень задымленности, врачи советуют лишний раз не выходить из помещения, не открывать окна, либо завешивать их мокрыми простынями. В доме нужно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность. В квартире необходимо проводить влажную уборку. Еще можно использовать марлевые маски. Ложите вату, после этого вы закрываете ее марлей, после этого вы берете обычную иголку и прошиваете. Из остатков марли вы делаете повязки. Конечный продукт у вас выглядит следующим образом. Эту марлю вы смачиваете в холодной проточной воде и одеваете ее на лицо. Он просто снижает концентрацию углекислого газа, а за счет его охлаждения он снижает его молекулярность, и поэтому углекислый газ поступает уже не в том виде, который он обитает в воздухе, а уже в другой совсем концентрации, не такой вредной, не такой токсичной для человеческого организма. Снижает концентрацию порядка на 75%. Это что, влажная? Это увлажненная марлевая повязка. Пятислойная. Пятислойная. Тебе плохо? У меня очень кружится голова, какая-то непонятная усталость и вялость. Слабость, разбитость и самое главное учащенное сердцебиение – это симптомы отравления угарным газом. Если понижается артериальное давление или ухудшается самочувствие, речь становится невнятной, то время вызывать бригаду медиков. До того, как приедет скорая, это, во-первых, охлаждение, это холодные повязки на голову, это холодное обертывание, холодными простынями с уксусом, это достаточное количество воды, принимаемое вовнутрь. Это основные меры профилактики и меры лечения отравления угарным газом. Александр Зубехин, Павел Пахомов, Якутск.